следующий. 28 числа утром я прекрасно видела, сколько человек собралось на площади после ратификации. Практически никого. Только активисты. Харак-Пицунда, молодежь собрались, кое-кто из общественных деятелей. И все. До того, как было ратифицировано соглашение, много говорилось: мы не дадим, мы не позволим, позволили. Дальше вы говорите: мы не позволим апартаменты, не позволим то сё. Почему сейчас у меня, как у представителя населения Абхазии, должна быть вера вам? Почему я должна вам верить, что вы не позволите? Каким образом вы собираетесь не позволить, если у вас не получилось не позволить ратифицировать соглашение по Пицунде? Можно я, да? Как мне сказать? Ну, я не помню, чтобы кто-то говорил о том, что мы не позволим. Я не помню, чтобы кто-то говорил. Я лично и Комитет по защите суверенитета не говорил о том, что мы что-то можем сами не позволить. Мы какая-то определенная группа людей, которые заряжены, как говорил Тенгиз, да, защитой своего народа, своих интересов своего народа. Мы говорили о том, мы призывали людей нас поддержать. Мы призывали общество к тому, чтобы оно повлияло на ход событий, чтобы они активнее, то есть эти решения принимались депутатами, чтобы они активнее говорили с депутатами. Ну, я не знаю, 1,5 года, как этот процесс был запущен, 1,5 года своей жизни мы потратили на то, чтобы объяснять и говорить людям всеми законными способами, всеми средствами, которые у нас есть, да, всеми ресурсами, что происходит. Делали юридический анализ, участвовали в эфирах, которыми нами были инициированы. Эти эфиры добивались, нам никто их не давал, мы требовали эти эфиры. То есть все, что мы делали, это для объяснить обществу, что может за этим последовать. Мы сейчас опять не говорим о том, что мы не позволим, мы не дадим. Ну, в конце концов, мы люди, нас могут ликвидировать, эта власть может нас посадить, может прибегнуть к неконституционным формам борьбы с нами. Мы всего лишь люди, но мы, опять же, обращаемся к обществу, к народу для того, чтобы получить поддержку и вместе отстаивать свои национальные интересы, вместе отстаивать свободу и независимость Абхазии, как это было в нашей истории. В нашей истории никто в одиночку не боролся. Никакая одна организация, например, Айтгылара, 80-е годы, если бы она не получала бы широкую поддержку в обществе, то ни о какой национально-освободительной борьбе вообще бы речи не было. Поэтому все зависит от народа, от его решения, от того, что против они, конечно, контраргументация была, конечно, власть, пользуясь государственными средствами массовой информации, возможными всеми их административным ресурсом, убеждала людей в обратном. Вы сами знаете, какими способами они пользуются: дискредитация, там, аноним и все остальное. Но мы после всего того, что произошло, мы не говорим о том, что мы проиграли страну. Мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что да, мы проиграли бой, но войну еще не проиграли. Об этом, по-моему, все сегодня говорили, о том, что мы понимаем, что в нашей борьбе дальнейшей нужно более активно участвовать всему населению, всему гражданскому обществу Абхазии.
Вот наша позиция. От того, что если мы могли бы, как вы говорите, что-то остановить, вот там у нас 10 человек, пойти и что-то остановить. Мы понимаем, что это, на самом деле не так.